Али Хашагульгов родился в непростое время 24 июня 1943 года в ингушском селении Яндаре. 8 месяцев от роду, как и тысячи его земляков, стал врагом народа. Семья была выслана, его детство прошло на чужбине. Подробности ранней биографии открывают сегодняшнюю встречу в Национальной библиотеке. Казахстане туда вот если дом дом дорожка, доводы школы, дом нягт, концентрация миштервин, асфальт миштер. Тикче я сдорцу, я видишь вахат, а что все, что язу, я язуди, и школе хахи хаязди датцу. Ши сама В его поэзии нет ничего случайного, делится Исаак Кадзоев, вспоминая знакомство с Али Хашагульговым. Это обнаженный нерв, это голос совести, это жизнь на грани. Поэтому творчество Али Татаровича особняком стоит и в ингушской литературе, и в литературе народов Северного Кавказа, поражая своим масштабом и духовной наполненностью. Paganini скрипка дешхан ждо хам галгай мехта хадорц. Жо тамаши сагвар аляматиал. Творческое наследие Али Хашагульгова еще не до конца изучено. Многие его поэтические творения, к сожалению, до сих пор остаются неизданными. Его первый поэтический сборник «Страна гор» выходит в свет лишь в 1985 году. Затем с большими перерывами публикуются его другие сборники «Первый цветок», «Золотой мир», «Автопортрет». Его творчество преследовалось советской властью. В 1963 году был арестован вместе с поэтом Исой Кадзоевым. На 4 года отбывал срок в исправительной колонии для политзаключенных в Мордовии. Четырнадцатилетнего Али долгожданная встреча с родиной привела в восторг. Перед ним открывался огромный мир, встречи с которым он ждал давно. Там, на чужбине, остались его первые поэтические опыты и первые рисунки. Брат вспоминает, он был талантлив с детства. Это было в 1944 году, а в 1945-1944 году. وقت جوان كاستي إخا وهوها لا أتسير أو خاني كأخت شمال داشتي وزمتي خاني أقول مول تيجي كأخت جالي واو خان بدانا وهوها كتير سانج بيل مخنديس أم قياس جال كتير تيجي جند حبوا عشي دال تنبان نقص. Он работал учителем в Джейрахе, затем корректором в Чечено-Ингушском книжном издательстве, педагогом в селении Ангуште, занимался дорожным хозяйством, был художником-оформителем на курорте Арымхи. В 1983 году переехал в Грозный и преподавал ингушский язык в ЧГПИ. С 90-го года являлся лид-консультантом Союза писателей. С 1991 года редактором детского журнала «Селаат». В 1995 году Али Татарович преподавал в театральном училище имени Щукина. Параллельно выставлялся в галереях Москвы и Ингушетии. 17 ноября 1999 года после тяжелой болезни Али Хашагульгов скончался. Был похоронен в Горной Ингушетии на родовом кладбище в селении Лейми. Адам Мережков, Акрамат Дасхоев, Новости 24.